утро, 7 утра, прохладно, ребят. Май месяц наступил. Всех поздравляю с праздниками, ребята. Хоть и положение в стране не важно, но все равно, ребят, праздники, они всемирные, так скажем, и они должны быть. Так что, ребят, всех с праздником. Здоровья, счастья, любви. Ну, как обычно, удачи, ребята. Выплыл, ребят, я в свою заводюшку, которую возле дома у меня, ребят, по предыдущему ролику многие знают, что здесь 300 метров, ребят, от дома у меня заводь. Стоят пару сеток у меня, немного подкармливают, пока идет межсезонье. Рыбалки никакой, но свежей рыбы, ребят, мы постоянно, каждый день, так что все хорошо, все в норме. На улице, ребят, 0 градусов, +1 где-то. Прохладно, ребят, все равно прохладно. В тайге еще много снега, ручьи еле-еле тают. И такое половодье, ребят, постепенно, знаете, нет такого резкого половодья, который бывает постоянно. Река скрывается и моментально все махом затапливает. Нет, она все постепенно. То вода поднимается, то падает, короче, непонятно. Ну, впереди тепло, вообще хорошее тепло, до 20 градусов. Я думаю, все начнется веселее, быстрее и скоро на рыбалку, ребят. Сети стоят у меня уже сутки без проверки. Вчера был капитальный снег, холодно. Вообще, ребят, не выплывал, потому что было холодно. Ну, были дела, зачем смысл ехать, морозиться. Так как рыба не идет в сети, даже в сети, ребят, рыба не идет. Потихоньку, помаленьку так. 3 штучки там с 2 сеток попадается, и то хорошо. Но сети крупные, 40-очка. Мелочь не хочу ловить, как бы зачем она нужна. Поймали средненькую рыбу на стол, ребят, и то хорошо. Сейчас проверимся, посмотрим, что за сутки попалось. Правда, был холод, ветер, снег. Возможно, даже ничего не попадется или скромен улов будет. Ну, неважно, ребят, давайте со мной вместе проверим, посмотрим, что да как. И для вас, ребят, конкурс. Хочу поблагодарить своих подписчиков, своих друзей, корешей, собутыльников, ребят, по моему делу, по рыбалке, охоте, по активному отдыху. И небольшой конкурс, ребят, хочу для вас сделать. Разыграем кое-какие вещи, так что давайте со мной, ребят. Но сначала проверим. Ну вот моя бутылочка. Буду проверять по ветру. Ветер будет тянуть меня, и потихонечку будем проверять. Что-то как у нас тут творится. Что за сутки попалось вообще. Рыба плохо идет, ребята, вообще плохо. В прошлый раз писали: Андрюха, почему не ставишь возле берега? Вот здесь, ребят, местные ставят, народу хватает. Я так чисто залез ради эксперимента, как бы, чтобы никого не обидеть, поставил посередине. Явно здесь рыба плохо идет, но как бы ни было, немножко попадается, да и ладно. Вечером буду снимать, потому что в планах ехать в лес, ребят, в тайгу, пожить. Возьму эти сетки, пускай они покормят меня в тайге. Но пока, ребят, вон, смотрите, прошел уже метров 15 и одной рыбки. Плохо, плохо, плохо. Так, ребят, первая рыбка. Вот такая плотва, сорога здоровая, крупная. Сорожка попалась. Здесь сетка вышла на меля немножко, на середине, и вот здесь сразу рыбка пошла. Ну как пошла, так одна залетела сорожка. Идем дальше. Ребят, здесь в конце сразу щучка попалась. Вот я перешел как раз на вторую сеть. И здесь не крупная щучка.
щурок, я бы сказал даже. Ну, из-за зубов, ребят, путается, попался. Ну, вот если бы ища была крупная, ребят, то вот этой сорога бы забивалась средней много. Ну, неохота у меня этой сороги. Вот. Более-менее крупная сорога попалась, и то она бы могла пройти, наверное. Не повезло немножко ей. Так, что тут у нас, ребята? Окунявый попался. Окунек попался. Кобылка, стой. Ну, 3-4 рыбки. Стандарт. Больше и не ловим. Вот здесь что-то было, походу. Ушло. Запутано немного леска. Да. Скромно. За сутки-то вообще скромняк. Можно было, конечно, перекрыть. Другой бы разговор был, но я не хочу. Сетями тоже надо рыбачить. Уважать друг друга. И не жадничать никогда. Все. Вот такой результат, ребята. 3 рыбешки. Ну, сковородочка все равно каждый день есть. Ну вот, ребят, такой уловчик. Ну, я сколько раз и объяснял то, что, во-первых, ребят, чисто на поесть для себя, не забить там бочки, там, как многие там делают, продают рыбу. Чисто, ребят, ради свежей рыбы на столе дома. Жарешка есть, и это уже самое вкусное, оно не наесть, ребят, рыбка свеженькая. Мы на плаву, мы рыбачим. Сети у нас разрешены, ребята, так что не ругаемся. Ну и отойду сейчас, ребят, к лесу. И в дальнейшем объясню, что за конкурс. Покажу и расскажу. Так что идем к лесу, ребят. Ветерок, потому что в камеру задувать будут, чтобы все было понятно. Сейчас разъясню. Вот, ребят, и так далее. Я домой. Тут 300 метров мне до дома, как бы не стал уже останавливаться возле леса. Кирина Андреевна, сейчас сделаем конкурс, да, дочь? Так, смотри, дочь, что попалось у нас сегодня. Будем с тобой жарить свежую рыбку. Свежую рыбку, значит, будем жарить. Смотри. Давай, рассказывай, кто это? Вот это кто? Щука. Правильно, а это кто? Полосатый, ты помнишь, папа тебе говорил? Не знаешь? Окунь-то помнишь? Точно. А это кто? Красноглазка, как мы называем ее, да? Вот это у тебя красноглазка. Плотва. Ребят, ну сразу покажу на камеру, что рыба не маленькая. Вот пачка сигарет, вот такая плотва. То бишь, сами понимаете. И сейчас мы будем разыгрывать, ребята, конкурс. Конкурс простой, но очень интересный. Так, ложу я обратно в пакет рыбу.
Так. И сейчас мы, ребятки, ее взвесим. Ну, я вам не покажу, ребят, вес. Вес мы будем угадывать. Все по нулям, дочь, правильно? Нолики. Так, ребятки, давайте я сейчас взвешу. Ух ты. Упала. По нулям, по нулям. Так, я взвешиваю, чтобы никто не видно было. А я вижу. Видишь? Сфокусировалась. Все. Так. Сейчас я отключусь. Ребята, вот такой конкурс хочу замутить. Конкурс очень простой. Ну и прикольный, я думаю, вообще. Короче, ребята, вес я вам не показал. Ну, в следующем конкурсе, в следующем итоге конкурса, ребят, я вам покажу этот вес. И мы будем его угадывать. Короче, конкурс заключается в том, ребята, что в комментарии пишем вес данной рыбы, ребят. Будем угадывать вес данной рыбы. И кто угадает, ребята, может конкретно кто-то угадает этот вес, первый из комментариев, ребят, буду отбирать и буду показывать потом в прямом эфире. И этот человек получается победитель. Ну, соответственно, если точного не будет ответа, то приблизительно близко, ребят, тот и победитель. Комментарии, допустим, если трое там, или четверо, или 10 угадали точный вес, то я буду выбирать аж с первых комментариев, получается. Кто рано встает, тому Бог подает. Так что вот как-то вот так, ребята. У вас соответственно пишем вес рыбы. Вы должны поставить лайк этому видео, ребят, просто, и должны подписаны на канал. Соответственно, я буду смотреть подписки. Так что не забываем открыть подписки, чтобы подписки были видны. Все очень просто и легко, ребят. Никаких программ я не буду. Чисто интуиция, рыболовная интуиция, ребят, по весу. Вес не крупный, но будет интересно, ребят. Так что я думаю, будет здорово. А сейчас покажу, ребят, за что мы будем бороться. Вы, точнее, будете бороться. Какой приз вас ожидает. Я думаю, будет здорово, потому что призы приготовил, ребят, хорошие. На мой взгляд, конкурс, ребят, хотел сделать на 25 тысяч, но у нас сейчас уже армия 27 практически. Мы растем, и это очень здорово, ребят. И для вас приготовил, ребят, хорошие призы, вот такие, от компании Пиццефан. Заказывал, честно скажу, ребят, для себя, для рыбалки по щуке. Ну, решил разыграть, так как уважаю вас, ребята, и хочу сделать достойные подарки. Первых из подарков, ребят, это вот такой зажим. Достойный зажим, ребят, смотрите. Камуфляжного цвета. С хорошей ручечкой. На карабине, ребят, также можно его к ремню. Или к штанам. Или к тросику, к лодке, допустим, ребят. Зажим очень достойный. Хоп, есть. Зажим интересный, ребят. С безменом. Вот такая штуковина, ребят. Классная вещь. Четкая. Красивый. Качественный. Прикольный, ребят. Это раз. И такие плоскогубцы, щипцы, я не знаю. Тоже, ребят, прикольные. Тоже от компании Пиццефан. Они еще в чехле. Можно весить на ремень. Также получается, ребят, смотрите. Есть карабин. Такой же карабин. Также колодочки, чтобы они были. Или к ремню, я не знаю, без разницы. Вот такие плоскогубцы, ребят. Четкие плоскогубцы. Удобные. Рукоятка очень удобная, ребят. Смотрите. Здесь есть у нас ножницы, которые меняются шестигранником. Где-то был шестигранник. Потерялся, что ли, где-то. Ну, неважно, ребят. Шестигранником можно их откручивать, менять. Также, ребят, под проволочку или под крючочек, то бишь разного размера, можно подзагнуть. Ну и носик. Это можно, ребят, получается, воблер расцепить, кольцо, отрезать проволоку или леску. Короче, ребят, удобная штуковина. Вот еще есть тема такая интересная. Здесь можно зажать, допустим, вот какую-то из... Да что угодно, ребят. Классная вещь. Даже бумагу? Да, что угодно, дочь. Да, очень... Я пробовал резать, очень классно. Режет достойно, вон, ребят, смотрите. Классно. Ну, леску вообще на раз-два. Компания Пиццефан, ребят. Вот такие
подарки для вас я приготовил. Я думаю, будет здорово. Так что есть о чем побороться. Недешевые вещи, хорошие. Так что, ребят, вперед. Пишем комментарии, участвуем. Не забываем за подписочки, чтобы подписки были открыты. Пишем вес рыбы. Можете с пожеланиями, без разницы, ребят. Ставим лайк этому видео. Ну и участвуем, ребят. Как-то так. Всем желаю успехов. Давайте, ребят, погнали. Не ленимся. Ну, а, соответственно, кого заинтересовало или, допустим, что-то как-то, и в дальнейшем мы будем разыгрывать, кто не выиграл, ребята. Ссылочку в ВК на их группу я оставлю в описании. Компания Пиццефан. Заходите, много чего есть интересного. Ребята делают, молодцы. И для вас такие подарки, ребят. Все, всем удачи, ребята. Успехов. Да, дочь? Пап, ты кому это хочешь отправить? А посмотрим кому-нибудь. Это твои. Ну, Зачем? ну так как-то. Будем разыгрывать, подарим.